Не высказать по этому поводу ничего, согласиться с высказыванием, заявлением госпожи Влах, но думаю, что невозможно. Это, в общем-то, неправильно. Я считаю, что это вопрос не ее компетенции был, и хотел бы, в частности, прокомментировать, что она сказала. В первую очередь, она заявила, что готова участвовать в переговорном процессе по приднестровскому регулированию в формате 5+2 с молдавской стороны. То есть я так понимаю, что, видимо, со стороны правительства Молдовы, кем она является. Второе, она заявила, что Гагаузия станет примером для Приднестровья в случае реализации возможности реализации экономических реформ в Гагаузии, привлечения инвестиций и, соответственно, при том, что будет функционировать закон об особом статусе Гагаузии, как заложено в самом законе. Плюс госпожа Влах заявила, что она лично готова участвовать, показать Приднестровью, что Приднестровье должна развиваться в единой неделимой стране в составе Республики Молдова. То есть, говоря другими словами, вернуться в конституционное правовое поле Республики Молдова. Также она заявила, что неоднократно она вела беседу с руководством Молдовы по этому вопросу, с представителями дипломатических миссий. И для меня, конечно, я впервые об этом слышу, о подобных заявлениях, потому что, повторюсь, это не ее компетенция. Глава Гагаузии возглавляет исполнительный комитет, и она должна осуществлять свою деятельность согласно наделенных компетенций и полномочий. То есть в компетенции главы Гагаузии относится осуществление деятельности органов управления местной власти. То есть это районы, это местные советы, в общем, исполнительная власть. То есть что касается исполнительной власти, вот это видение главы Гагаузии, исполкома Гагаузии. Вопросы касательно участия в осуществлении внутренней и внешней политики Республики Молдова, где затрагиваются интересы Гагаузии, это исключительная компетенция Народного собрания, но не главы Гагаузии. Поэтому, если высказаться каким-то заявлением могло только Народное собрание. Здесь момент, что Гагаузия может стать примером, но вызывает, знаете, как некую вызывает некий горький смех. Потому что каким примером может быть Гагаузия? Мы знаем, что на протяжении 20 с лишним лет, как существует автономия, каждый год и каждое правительство, все, что они делали, отымали, изымали полномочия Гагаузии. Сегодня мы эту проблему поднимаем на уровне уже рабочих групп, Международным собранием и парламентом Республики Молдова, привлекая европейские дипмиссии, посредников, ОБСЕ, для того, чтобы наконец-то достучаться, докричаться, и чтобы молдавские власти сказали, что да, у нас де-факто есть автономия, да, мы признаем политический статус автономии, и мы готовы уважать интересы этого народа. Все это на сегодняшний день пока отсутствует. Есть какие-то наработки, мы проводим встречи, есть какие-то пожелания, но от реальности мы еще очень далеки. Если даже чисто гипотетически предположить, что закон заработал, четко функционирует закон, начинает рассматриваться, то есть порция, которая положена именно финансовая, чтобы не было ущемления, чтобы мы могли экономику развивать, чтобы мы могли стать самодостаточными, на начальном этапе мы тоже не будем никому привлекательными. То есть при том, что сегодня закладывается 5 или 8 миллионов лей на капитальные вложения всего лишь на Гагаузию на год, знаете, эта сумма смешная. При сегодняшнем состоянии сюда нужны, знаете, миллиарды вложений на инфраструктурные проекты, на то, чтобы восстановить экономику. Мы же знаем, к великому сожалению, что у нас кругом разбитые дороги, у нас нищета, у нас уже, наверное, 1000 пустеющих домов. И вот эта проблема очень серьезная. Вот это как раз компетенция, исключительная компетенция полномочия главы Гагаузии и исполкома Гагаузии. Вот над чем нужно работать, и вот осталось 3 года, они должны показать и доказать народу, чтобы этот процесс распада остановить. Также подобного рода заявления со стороны первых лиц, в данном случае главы Гагаузии, конечно, может иметь очень негативные, далеко идущие последствия, потому как подобного рода
необдуманные, опрометчивые высказывания могут иметь очень плохие последствия. Мы не должны забывать о том, что у нас очень хорошие взаимоотношения сложились с Приднестровьем на протяжении многих лет. У нас очень много наших выходцев из Гагаузии проживает и работает в Приднестровье. Очень много учеников учатся в вузах и в других образовательных заведениях в Приднестровье. Причем, насколько я знаю, каждый раз, когда гагаузская сторона обращается к руководству Приднестровья о том, чтобы представить побольше бюджетных мест для выходцев из Гагаузии, приднестровская сторона охотно помогает. Поэтому вот подобного рода заявления могут коснуться и негативно по отношению к нашим людям. Это недопустимо. Значит, я хочу сказать, что еще раз вернуться к компетенции главы Гагаузии. Народное собрание, значит, имеет, это исключительное право и компетенция Народного собрания участие в вопросах внутренней и внешней политики Республики Молдова. И, значит, с осени 2012 года осуществляет деятельность Народного собрания, депутатом которого я являюсь, значит, ни разу в своей повестке дня не ставил вопрос о приднестровском урегулировании. Поэтому, так как, повторюсь, это исключительная компетенция Народного собрания, вопрос рассматриваться априори не может. Поэтому заявление Башкана Гагаузии о том, что она готова подключиться, включиться и работать, не должны рассматриваться как официальная позиция Гагаузии.